Погода, а вернее не погода, отодвигает на второй план все другие важные новости, когда случается такое. Снегопокалипсис, аномальная метель, снежный коллапс. Как нас сейчас заваливает снегом, так и мы можем засыпать вас хлесткими выражениями. Хотя, объективности ради, синоптики предупреждали нас о том, что стихийные бедствия неизбежны. Но нам почему-то от этого не легче. К тому же мощный снегопад атакует Татарстан всю неделю. Закрытые трассы, сотни автомобилей в снежном плену, утопающие в снегу дворы, опаздывающие скорые и горожане, рост цен на такси, задержка рейсов. Испытывала нас погода всю неделю. Первый снежный коллапс произошел 17 января. Потом день передышки и самая сильная атака. По данным Гидромедцентра, в ночь с 19 на 20 января выпало 8-10 миллиметров осадков. В другие дни чуть меньше. То есть за эти несколько дней выпало осадков больше месячной нормы. Татарстан оказался под влиянием активных атлантических циклонов. А это снег, метели, сильный ветер порывами до 15-20 метров в секунду. Ухудшение видимости до 500 метров. Как противостояли стихии в Татарстане, Диляра Юсупова с хроникой недели. Снег на моей голове, снег первый раз в моем городе, снег он метет и метет. Метет и метет без остановки. Буквально снежная лавина обрушилась на Татарстан прямо с начала недели. Главная новость последних дней и всего интернета. Соцсети то и дело пестрят роликами, как люди попадают в снежную ловушку и как из нее выбираются. Вот машины застревают на дороге, а это видимость изнутри автомобиля. Сугробы в человеческий рост блокировали вход к собственным домам, а люди расчищали тропинки буквально руками и всем, что попалось на глаза. Вот он до сарая, то есть мы сначала докопали. Сейчас трактор. Сначала метель не утихала двое суток. По республике действовало штормовое предупреждение. 17 января на Казань обрушилась 11% норма осадков. Особенно сложно пришлось автомобилистам. В столице начались 10-бальные пробки. Власти Казани ввели план «Буран». Поехал на погрузку, сейчас на выгрузку, вот я не знаю, сегодня закончу, нет, до вечера будем ездить. Конечно, дорожники не справляются, ну а что делать, все мы люди, все понимаем. Настоящий апокалипсис развернулся на трассе М7 в Зеленодольске, неподалеку от моста через Свиягу. Во власти стихии оказались несколько сотен больших грузов. Пробка растянулась на десятки километров. Многие водители простояли сутки. Движение для фур перекрыли. Вот со вчерашнего обеда стоим, не пустили. Было нормальное покрытие, можно было ехать, я не знаю почему. Зиму первый раз увидели, что ли. По плану «Буран» на улице вывели максимальное количество людей и техники. Активная уборка в городе началась после 10 вечера 17 января, когда трафик на дорогах значительно снизился. Техника работала на улицах Кулахметова, Восстания, Гагарина и Алафузова. Особое внимание маршрутам общественного транспорта и остановкам. Всего будет задействовано 600 единиц. Дорожных рабочих будет привлечено более 500 человек. Дорожные службы переведены в усиленный режим работы. В первую очередь мы будем убирать, вывозить и посыпать реагентом магистральные дороги, дороги около социальных объектов и по маршрутам следования общественного транспорта. За сутки 18 января было вывезено 31 тысяча тонн снега и использовано свыше 1000 тонн противогололедных материалов. На уборке дорог было задействовано 1062 единицы спецтехники. А вот 19 января начался настоящий снежный коллапс. Под утро сразу 2 циклона накрыли Поволжье. Некоторые не могли выбраться даже с собственных придворовых территорий. Во многих школах отменили занятия, а часть людей просто не смогли добраться на работу. Общественный транспорт парализовал, ожидание автобусов доходило до часа. Вкупе с порывистым ветром снегопад остановил движение на трассах по всей республике. Закрыли основные федеральные дороги. Замерзает, да, у вас шины? Да, шины замерзают. Дорога мешается. Вот это вот для чего? Для того, чтобы потом было трение, да, и могла машина выехать, да? Не замерзает. Этот грузовик стоял здесь с ночи. Готовят еду, греют чай прямо в кабине. Многие выгрузили товар и просто ждут.
Все зависит от непогоды. А солярки хватит? Да, все есть. Ничего, нормально, еда есть, вода есть. Вообще крутой. Жители деревень тоже оказались заблокированы в собственных домах. Эти кадры из Высокогорского района. За дверью сугроб выше человеческого роста. Не открывается. В пятницу перекрыли трассы. М12 и М7 закрыты для всех видов транспорта. Участок М5 для больших грузов и автобусов. Застрявших на трассе буквально откапывали сотрудники МЧС. 24 оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов держали под контролем дорожную ситуацию. Пункты обогрева готовы на всякий случай. Приведены в повышенную боевую готовность вся спецтехника, которая у нас имеется, также автомобиль с повышенной проходимостью. По ситуациям, которые возникают на дороге, в случае чего выезжают наши транспортные средства для оказания им адресной помощи. Тяжело пришлось и сотрудникам ГИБДД. За день на 858-м километре трассы М7 «Волга» произошло 7 ДТП. Один пострадавший госпитализирован. Личный состав госавтоинспекции переведен на усиленный вариант несения службы. Оказывает помощь всем участникам дорожного движения. При помощи спецтехники вызволяет из снежного плена застрявшиеся автомобили. Обогревает водителей и пассажиров в патрульных автомобилях и обеспечивает топливом и транспорт и доставляет сухпайки. Это оказался самый мощный снегопад за последние 5 лет, по данным Гидрометцентра Республики. 18 миллиметров осадков в сутки выпало в последний раз в декабре 2018 года. Кареты скорой помощи ездили на вызов в сопровождении ГИБДД. Интервал ожидания увеличился в несколько раз. Тяжело проезжать даже по центральным улицам города, про какие-то более мелкие улицы. Это вообще уже можно не говорить. Ситуация, которая творится за городом, к сожалению, еще хуже. То есть вот даже сегодня, например, поступал вызов в сторону Дербышек, частный сектор. Пришлось до вызова идти пешком попросту, потому что машина не смогла преодолеть препятствие в виде подъема, то есть в горочку. К середине субботы вывезли уже 83 тысячи тонн снега. Рустам Миниханов в конце недели отметил, буран показал, где наши слабые места. Он призвал мобилизоваться и направить все силы на борьбу с последствиями стихии. Снегопады стали причиной заторов и аварий. Несвоевременные или плохо очищенные дороги создают угрозу для жителей. Поступило 565 жалоб по очистке дворов, дорог и тротуаров, отметил Раис Республики. Огромный объем работы по расчистке. Самое главное, наверное, снега будет много, надо обеспечить проезд, чтобы везде проезд был. Надо будет еще раз детально проработать наличие техники, их состояние, комплектность техники. Знаю, что большой серьезный вопрос по комплектованию персонала. Снегопады показали, где наши слабые места. Это наша работа. Поэтому давайте мобилизуемся сами, и наши команды тоже должны везде работать. Погода испытывает нас до сих пор. К осадкам и сильному ветру добавился мокрый снег с налипанием. Это прямая угроза обрыва проводов. Это еще не конец. На следующей неделе предстоит борьба с последствиями. Жители призывают быть бдительными и оказывать поддержку друг другу. Многие жители сами проявляют инициативу и помогают коммунальным службам в расчистке дорог и дворов. Вместе с соседями, вооружившись лопатами, люди расчищают свои дворы. Со взрослыми выходят и дети. При этом сами жители подписывают выложенные ролики так: «Провели время с пользой». Справиться со стихией помогает именно такая единая помощь, а еще оптимизм и юмор. В интернете тем временем появился шуточный видеоролик, где Казань погружена в зимнюю спячку. Надеемся, что чья-то фантазия не станет реальностью для всех нас. Диляра Юсупова, 7 дней.